Да? Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите вас поздравить с началом работы нашей секции в рамках ежегодного августовского совещания, тема которого «Единое образовательное пространство. Проекты и перспективы», посвященный году столетия образования Якутской АСР и преддверия Года педагога и наставника. Сегодня в нашей секции представлены выступающие, которые подготовили свои выступления по разным темам, актуальным темам в сфере дошкольного образования. И первое слово я хочу дать нашим маленьким артистам.
Спасибо нашим маленьким воспитанникам за сюжеты из многообразия культуры народов нашей страны. И первое слово приветствия я хочу передать Силкиной Марине Сергеевне, депутату Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия и от себя лично приветствую всех организаторов и участников августовской конференции педагогов города Якутска. Для педагогического сообщества конференция из года в год становится не только встречей добрых и давних друзей, но и важным событием, которое подведет итоги прошлого учебного года и определит новые задачи на перспективу. Президент Российской Федерации в одном из своих посланий Федеральному собранию отметил, что педагоги делают самое главное дело в стране, главнее, чем авиастроение, нефтегазодобыча и нанотехнологии, потому что они готовят наших детей к тому, чтобы они стали талантливыми авиаконструкторами, гениями нанотехнологий, а главное, хорошими и порядочными людьми. Современную систему образования очень часто сравнивают с лестницей успеха. Детский сад, школа, вуз. Безусловно, каждая из этих ступенек образовательной лестницы важна, но ее основа – дошкольное образование. Сегодня образовательная среда детских садов направлена на реализацию модели обучения и воспитания, которая обеспечивает здоровье и развитие каждого ребенка, способствует раскрытию его способностей, творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбрать свой профессиональный путь и стать настоящим патриотом России, занимать твердую гражданскую позицию. Несомненно, квалифицированная и сплоченная команда педагогов города Якутска сможет решить поставленные руководством страны и республики задачи, какими бы сложными они ни были. Развитие системы образования для нас один из главных приоритетов социально-экономической политики, а забота о будущем поколении – самые надежные, самые умные и самые благородные инвестиции. Именно такой подход является основой формирования бюджета, стратегии развития города и всей нашей деятельности. Убеждена, что диалог власти педагогического сообщества конференции станет существенным шагом на пути совершенствования системы образования. Только опираясь на принципы социального партнерства, вырабатывая и используя новые совместные подходы и решения, можно добиться положительных результатов. Уважаемые коллеги, новое время ставит перед нами новые задачи. И я знаю, что наш коллектив профессионалов к их решению готов. В этом году в целях усиления социальной защиты работников и организации деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Якутска мы будем рассматривать, на мой взгляд, очень актуальные вопросы. Один из них – о повышении надбавок за квалификационные категории педагогам дошкольных образовательных учреждений, которые существенно отличаются от установленных педагогов общеобразовательных учреждений согласно приказа Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Нам необходимо восстановить приоритетное право предоставления мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения детям сотрудников на период их работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Следующий немаловажный вопрос. Для усиления работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
поддержание правопорядка образовательных дошкольных учреждений города Якутска необходимо дополнительное финансирование для заключения договоров на осуществление физической охраны со специализированными организациями и оснащение объектов охранной сигнализации. Также в связи с ростом цен увеличить до 20 тысяч рублей сумму закупок товаров, работ, услуг без использования электронного ресурса «Электронный магазин малых закупок». В настоящее время максимальная сумма составляет только 5000 рублей. Также необходимо разработать дорожную карту, направленную на восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик зданий дошкольных образовательных учреждений в связи с тем, что основная часть детских садов была построена до 2000-х годов. Уважаемые педагоги, завершая свое выступление, хочу отметить, августовская конференция – это время отсчета новых дел, нового витка жизни в образовании, знаменующего начало образовательного марафона длиною еще в 1 год. Пользуясь случаем, от всей души поздравляю вас с началом нового учебного года. Хочу пожелать вам доброго здоровья, оптимизма, творческого поиска и находок, успешной реализации намеченных планов. Пусть новый учебный год будет ярким и насыщенным, интересным и запоминающимся. Выражаю вам признательность за верность и преданность вашему делу, любовь и терпение. Спасибо за внимание. Спасибо, Марина Сергеевна. Мы обязательно включим ваши предложения в рекомендации нашей секции. А сейчас я прошу слова для своего выступления по теме обеспечения доступности качественного дошкольного образования в городе Якутске. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите поздравить вас с началом нового учебного года. Традиционно августовское совещание является площадкой, где ставятся целевые ориентиры на будущий год. И естественно, что от решения их зависит улучшение качества дошкольного образования. В прошлом учебном году 63 дошкольных учреждения города Якутска посещало 19 026 детей. 44 частные дошкольные учреждения посещало около 4000 детей. В этом году мы должны принять примерно такое же число детей в частные дошкольные учреждения и не снижать планку плановой численности детей в муниципальные ДОУ. В этом году будут работать уже 64 дошкольных учреждения в связи с открытием нового детского сада с красивым названием «Северная сказка», который рассчитан на 240 детей. Возглавила его Нургустана Ивановна Мордовская, с чем мы ее поздравляем. В этом году численность детей возрастет, потому что многие дошкольные учреждения открывают дополнительные группы, и это нас очень радует. Ведь не секрет, что устойчивая миграция семей с детьми, поддержка от государством роста численности юного населения прямым образом сказывается на демографические взрывы в столице нашей республики. Сегодня мы услышали очень такие серьезные предложения нашей секции, да, которые накануне с Мариной Сергеевной обсуждал Совет заведующих.
Они будут озвучены сегодня на пленарном очном заседании в 2 часа, которое состоится в актовом зале Дворца детства по улице Кирова, 20. Квота на каждое учреждение – это 2 человека, руководитель и заместитель. Кроме того, в рамках пленарного совещания организуется выставка дошкольных учреждений города Якутска, который посетит мэр города Якутска с часу 30. Поэтому я прошу еще раз руководителей очень внимательно проконтролировать организационные вопросы этой секции. С 1 сентября по плану комплектования детей начнется в группы кратковременного пребывания и семейные группы. Здесь я хотела бы отметить, что эта форма семейной группы очень представлена только в 2 дошкольных учреждениях, это в Прометейчике и в Кескиле, но на самом деле семейные группы должны организовываться вне муниципальных помещений. Поэтому опыт семейной группы, созданной детским садом «Прометейчик», Мария Леонидовна, надо бы тоже в течение этого года как-то нам продумать и показать дошкольным учреждениям города Якутска. Все помещения должны предназначаться муниципальные для решения государственной задачи, поставленной президентом Российской Федерации. Это обеспечение доступности дошкольного образования. Необходимо пересматривать ресурсы помещений дошкольных учреждений для открытия дополнительных групп. Мы приветствуем дошкольные учреждения, которые выкупают помещения для создания дополнительных групп, если нет резервов в помещениях детского сада. Вы все знаете, что современное финансирование дошкольного образования стало таким же, как в школе, то есть деньги идут за детьми. То есть тем выше охват детей в дошкольном учреждении, тем и финансирование становится объемнее в разрезе каждого детского сада, каждой группы, каждого ребенка. Для полноценного развития детского сада встала перед нами необходимость в разработке планов развития дошкольных учреждений на перспективу, учитывающей модель развития каждого дошкольного учреждения. Опыт многих садов еще должным образом не освещен на семинарах в городе Якутске, поэтому я предлагаю руководителям дошкольных учреждений очень серьезно подойти к этому направлению, потому что, по моему мнению, лучший опыт в дошкольных учреждениях не до конца раскрыт в городе Якутске. При этом моделью в нашем понимании будет выступать система пространств ДО, организованная самими педагогами. Исходя из темы нашего Августовского педагогического совета, должна действительно вырисовываться линия образовательного пространства столичного дошкольного образования. И в этой линии особой нитью должно звучать настоящее взаимодействие дошкольного учреждения и семьи, дошкольного учреждения и общественных организаций. Если раньше мы говорили только о взаимодействии, которое только декларировалось, то сейчас мы говорим о взаимовыгодном сотрудничестве, то есть совместном определении целей деятельности учреждения, совместном распределении взаимовыгодных обязанностей в соответствии с возможностями каждого участника этого взаимодействия. Иногда совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, новых задач и результатов.
Совсем недавно в городе Якутске прошел общественный опрос родительской общественности. Анализ его показал разительную разницу работы в этом направлении в отдельно взятых дошкольных учреждениях. Ведь все мы понимаем, что родители были и будут тем невидимым контролем работы наших учреждений, ведь они доверяют самое дорогое их семьи в наши руки. И государство нам оплачивает за работу и за заботу о детях. Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные о принципах воспитания и образования детей. Поэтому нужно отходить от позиции наставления, ведь вряд ли это приносит положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи, поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллективов детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и запросы. Шире надо использовать все цифровые площадки о работе детского сада, говорить об этом в телеграм-канале, сайте управления образования и, конечно же, детского сада. Все, конечно, вы знаете о нормативных документах и требованиях Оборнадзора о содержании сайтов дошкольных учреждений, где одним из разделов должна быть стабильная ежедневная информация о деятельности дошкольного учреждения и особый раздел консультации для родителей. Поверьте, впервые попадая в детский сад, отдавая ребенка впервые в детский сад, родители очень радуются, когда смотрят информацию о дошкольном учреждении и о его обширной деятельности. На сегодня количество групп с русским языком обучения, организованные в дошкольных учреждениях, составляет 482 группы. Количество групп с родным якутским языком обучения, организованные в 181 группе, это 28%. Всего количество детей в группах с русским языком обучения 13 565 детей. Всего детей в группах с родным якутским языком обучения 5962 ребенка. Это разительная разница, поэтому в этом плане тоже нужно продумывать работу старшим воспитателям о том, чтобы изменять подходы к обучению детей, которые в семье разговаривают на родном якутском языке. В этом году выпустилось 4917 выпускников дошкольных образовательных учреждений. И в первый класс, в первые ранние и младшие группы в этом году приходят 5400 малышей. И таким образом, увеличение мест составило почти 500 детей. Многие из вас расширили места за счет внутренних резервов учреждения. Поэтому прошу внести это предложение для того, чтобы оно прозвучало все-таки на пленарном совещании, которые будут озвучены нашим представителям, да, на этом совещании. Радует, что увеличивается число вариативных программ в дошкольных учреждениях и повышение качества основных образовательных программ в дошкольных учреждениях. Здоровьесберегающие технологии применяются в 100% дошкольных учреждениях, в том числе в 100% преобладают вариативные образовательные программы. В 59 дошкольных учреждениях реализуются программы раннего и инженерного образования, программы лего-конструирования и робототехники,
Программы по созданию мультфильмов существуют в 29 дошкольных учреждениях. Опыт работы детских садов города Якутска представлен на международном всероссийском уровнях. Я хотела бы немножко зачитать, потому что действительно тот опыт города Якутска должен быть востребован и апробирован дошкольными учреждениями города Якутска. То есть не надо далеко ездить, когда рядом работают такие творческие коллективы. Во второй международной практической конференции, онлайн-конференция «Университет детства. Крутые практики» – это детский сад Тулукчан. Всероссийский семинар знакомства дошкольников с основами финансовой грамотности, детский сад «Белочка», международный марафон «Математика без тетрадки», «Остров сокровищ», третья всероссийская открытая научно-практическая конференция школьников, педагогов «Кочневские чтения» 2021 года, детский сад 72 Кенчери. Четвертая международная логопедическая онлайн-конференция «Актуальные вопросы логопедической практики. Междисциплинарный подход. Детский сад 61 Тропинка». 24-я международная научно-практическая конференция «Личность общества. Траектория профессионального роста педагога в условиях инновационной трансформации образовательной среды», детский сад 96 Брусничка. 32-й международный фестиваль детского творчества «Подводные фантазии» 21, детский сад 40 Солнышко. Всероссийский семинар финансового марафона лучших педагогических практик номер 104 Ладушка. Всероссийский фестиваль педагогических идей и профессионального мастерства «Открытие 21 79 Лучик». Всероссийский методический марафон опыта реализации программ «От Фребеля до робота. Растим будущих инженеров», детский сад 41 Росинка. Всероссийский финальный форум «Воспитываем здорового ребенка», детский сад 17 Кюнчен. Интересные практики, которые могут применяться с детьми с особыми образовательными потребностями, детский сад номер 1 Звездочка и многие-многие другие. Это ли не является примером для всех нас? Необходимо сегодня пересмотреть, может быть, в рамках сетевых инновационных площадок рассмотрение действительно актуальных вопросов в системе дошкольного образования. И этот календарь должен соответствовать календарю событийных мероприятий, которые будут запланированы в управлении образования. Потому что, я понимаю, слишком много мероприятий не должно отвлекать от самого основного мероприятия, самого главного мероприятия – это работа с детьми. Потому что, изучая годовые итоги прошлого года, увидела, что разброс мероприятий очень огромный. Поэтому надо сконцентрироваться возле основных мероприятий управления образованием. Особое внимание я хотела бы обратить внимание, кроме конкурсной деятельности, обратить внимание на изучение и внедрение всех программных и нормативных документов в сфере дошкольного образования, а их немало. В планах Советом заведующих провести семинар по нормативно-правовому управлению системой дошкольного учреждения и другим вопросам, которые очень актуальны, я думаю, для руководителей дошкольных учреждений. Здесь я хочу особое внимание обратить на взаимодействие с Советом заведующих, который становится действительной опорой управлению образования, нашему дошкольному отделу.
Хотелось бы обратить внимание на то, что такие советы общественные очень нужны. Нам предстоит подумать над вопросом о создании совета методистов и совета медицинских работников, которые станут надежными и действительными советами профессионалов, которые привнесут своей работой немалый вклад в систему дошкольного образования города Якутска. И необходимо продумать кандидатуры, которые, несомненно, своими знаниями и опытом станут наставниками для других. Еще хотелось бы отметить следующее. Цифровизация навсегда пришла в систему дошкольного образования. Электронным зачислением детей занимаются уже сегодня все дошкольные учреждения. Канули в лету бумажные путевки с печатями и подписями. Сегодня заполняют электронные путевки уже дошкольные учреждения. Кроме того, кроме основных систем, в которых мы работаем, у нас есть система навигатора дополнительного образования Республики Саха-Якутия. И по охвату детей 5-7 лет мы отчитываемся в этом навигаторе, который является стабильным как информационным полем федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. То есть дошкольные учреждения города Якутска только стали участниками национального проекта образования. Имея опыт работы в Министерстве образования и науки, я сталкивалась с работой многих дошкольных учреждений города Якутска. Думаю, все те наработки, которые были наработаны, должны и дальше воплощаться в жизнь и развиваться. Совсем скоро мы будем участвовать в глобальном проекте в сентябре месяце, который будет посвящен актуальным проблемам развития образования в столице нашей республики с участием именитых спикеров республики и Российской Федерации. Будет работать наша секция, посвященная нашей самой лучшей системе дошкольного образования, которая является одним из самых значимых звеньев в системе общего образования. Ведь общеизвестно, какой вклад сделает в эту систему государство, тем больше будет результат. Поэтому в завершении я хотела бы сказать, что все те планы действительные, которые прозвучат сегодня на секции, мы должны обязательно рассмотреть, и тем скорее мы будем это внедрять и реализовывать на практике, тем успешнее будет наша система дошкольного образования. Я хотела бы отметить, что на сегодня из запланированных 5400 детей, которые мы должны были направить в дошкольные учреждения, на сегодня мы направили 5566 детей. Это на 166 детей больше. И думаю, до 1 сентября эта цифра возрастет. А заведующим я желаю рассмотреть самый больной и насущный вопрос организацию охвата дополнительным и дошкольным образованием в системе муниципального учреждения. То есть рассмотреть все ресурсы помещений дошкольных учреждений. А самым крутым заведующим желаю все свои силы приложить на, возможно, выкуп каких-то помещений, чтобы увеличить муниципальную доступность дошкольного образования в городе Якутске. И желаю всем нам успехов в реализации самых смелых идей
в системе дошкольного образования. Я желаю, чтобы наши лучшие практики были рассмотрены не только в Республике Саха-Якутия на международном и российском уровне, но самое главное, рассматривать эти практики достаточно серьезно в самом городе Якутске, потому что гордиться нашей системой столичного образования нужно всем нам. И об этом будут знать наши главные заказчики, наши родители. Спасибо всем за внимание. И следующей темой, довольно актуальной темой, заявлена тема «Здоровье-сберегающие технологии как фактор формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения». Слово предоставляется Стрыкун Елене Владимировне, заведующей детским садом номер 5 «Радуга». Доброе утро, дорогие коллеги! Рада приветствовать всех в рамках ежегодного совещания работников образования. И очень отрадно сегодня мне осветить тему. Да, она не нова, как сказала Елена Афанасьевна, 100% у нас мы работаем, ищем какие-то новые инновационные подходы по данной теме. Но ни для кого не секрет, что ухудшение физического состояния современных детей в последнее время приобретает все большую актуальность, поэтому сегодня я озвучу тему «Здоровьесберегающие технологии как фактор формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений». Статистика Министерства здравоохранения констатирует, что здоровыми являются только 13% детей дошкольного возраста. Это является следствием того, что у детей отсутствует представление о ценности собственного здоровья. У детей-дошкольников происходит формирование главных аспектов здоровья. Этот период является сенситивным для привития привычек здорового образа жизни, которые в согласовании с приемами здоровьесбережения дают весьма положительные результаты. В современном дошкольном образовании используются различные технологии, которые позволяют личности ребенка развиваться и решать определенные проблемные ситуации, игровые и компьютерные технологии. Рядом с апробированными на практике появляются инновационные, и одной из них является здоровьесберегающая технология. Попробуем немножечко углубиться, что кроется под этим термином. Опираясь на работу Владимира Дмитриевича Сонкина, мы можем сделать вывод, что к здоровьесберегающим технологиям относятся условия обучения и воспитания ребенка, отсутствие стресса, адекватность требований, а также адекватность методик обучения и воспитания. Рациональная организация образовательного процесса, соответствие образовательной и физической нагрузки возрастным особенностям дошкольника, эффективно организованный двигательный режим. При внедрении здоровьесберегающих технологий результат подразумевает прежде всего формирование необходимых знаний, привычек здорового образа жизни, применение этих знаний на практике, обеспечение условий для сохранения здоровья ребенка. Доминирующий принцип, который присущ только образовательным здоровьесберегающим технологиям, это, конечно же, систематический мониторинг физического состояния дошкольников и контроль за динамикой развития детского организма, начало и конец учебного года. Все это дает возможность представить целостную картину о состоянии здоровья ребенка. Грамотно созданная и правильно оформленная здоровьесберегающая среда – это одна из основных причин, следствием которой является улучшение здоровья непосредственных участников педагогического процесса в детском саду.
Создание здоровоизберегающей среды предполагает решение следующих задач. Интеграция процесса укрепления здоровья ребенка в каждом детском саду при помощи средств физического воспитания, реализация условий совершенствования двигательной деятельности во время нахождения на свежем воздухе, восприятие детьми менталитета, традиций русской и национальной культуры, максимальная приближенность к нравственно-духовным возможностям социума. Активное внедрение цепочки семья, педагог, ребенок в работу по укреплению здоровья дошкольников, оптимизации креативных способностей, формирование привычек к здоровому образу жизни и активного жизненного кредо. При реализации планируемых задач возможно использование следующих средств. Внедрение в образовательный процесс различных видов здорового образа жизни. Это гимнастика, суджок гимнастика, пальчиковая гимнастика и так далее. Здесь очень большой выбор. Психотренинги, различные виды терапии, фито, аква, арома, акваэробика, просто аэробика, массаж, аудиофизкультура. Правильная реконструктивная двигательная нагрузка ребенка – это досуги спортивные, тропинки здоровья, интегрированные развлечения, физминутки и так далее. Приобретение устойчивой привычки к здоровому образу жизни создает необходимость использования здоровоизберегающих технологий во всех видах деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. Для того, чтобы методы и приемы здоровья-сбережения давали положительную динамику, необходимо создание оптимизирующей, предметно-развивающей среды детского сада. Взяв за основу классификацию здоровьесберегающих технологий Деркунской Валентины Андреевны, в нашем детском саду мы придерживаемся следующих задач и средств здоровьесбережения. Это медико-профилактические мероприятия, такие как совместная работа с медицинским персоналом, мониторинги здоровья физического развития, закаливание, организация здоровьесберегающей среды в группе. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по обеспечению социально-психологического благополучия дошкольников совместно с психологом. Мероприятия по здоровьесбережению и здоровье обогащению педагогов детского сада. Мероприятия по валеологическому просвещению родителей. При проверке результативности применения в нашем детском саду здоровьесберегающих технологий мы отметили высокий уровень двигательной активности воспитанников, профилактических, оздоровительных, физкультурно-развлекательных событий. Нахождение воспитанников на свежем воздухе при участии их в любых видах оздоровительных мероприятий на прогулках является одним из важных факторов деятельности учреждений в выполнении задач здоровьесбережения. Поэтому сейчас очень большое внимание уделяется именно оснащению прогулочных участков, наличию спортивных площадок на территории дошкольных учреждений. Внедрение здоровьесберегающих технологий в работу детского сада – это система, основанная на совокупности педагогического сопровождения, профилактических процессов, лечебно-физкультурного воздействия на ребенка специфическими и неспецифическими средствами. Благодаря грамотной организации, методическому обеспечению, учету интереса детей и родителей, эффективности образовательных событий, позитивного восприятия мы можем достичь высокого уровня осознания детьми ценности своего здоровья, желания укреплять его, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Также хочется немножко остановиться в рамках данной темы на проекте, который был предложен автономной некоммерческой организацией гармоничного развития детей лаборатории детства, и в который вошли 10 детских садов нашего города. Учредитель данной некоммерческой организации – целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия, и проект этот называется «Растем с Якутией». Цель данного проекта – организация научных исследований в области физического развития и психического развития детей дошкольного возраста в Республике Саха-Якутия, в частности в городе Якутске.
Задачей является исследование физического здоровья детей дошкольного возраста. И это первая задача. И задача 2 – исследование психического развития детей дошкольника в городе Якутске. Что хочется отметить? Благодаря сотрудничеству по данному направлению, те сады, которые вошли в этот проект, получили консультативную помощь медиков, которые работают в данном нецелевом, в данном фонде, обследование детей среднего и старшего дошкольного возраста, разработка траекторий и концепций, технологий по здоровьесбережению и улучшению здоровья у дошкольников, которые на сегодняшний день были обследованы, и также имели возможность пилотные детские сады получить безвозмездный дар оборудование. У всех оно было разное. У нас, например, это был прибор для приготовления кислородных коктейлей с необходимым пакетом всех комплектующих, да, и расходных материалов. Система работы в детском саду не ставит целью достижения высоких результатов за короткий отрезок времени. Главное в ней помочь детям проявить их собственные потенциальные возможности, чтобы взрослее каждый из них осознал свою индивидуальность, был готов вести здоровый образ жизни, ценил свое здоровье и здоровье окружающих. Но данная работа будет иметь успех только тогда, когда престиж нашего педагога будет на должном уровне. Потому что данную работу в первую очередь ведут, конечно же, педагоги дошкольных образовательных учреждений. А для этого необходимо восстановить утерянные гарантии, такие как повышение надбавок за квалификационные категории, которые на сегодняшний день отличаются от надбавок учителей в школах, о чем говорила Марина Сергеевна. Восстановить приоритетное право на очередь для детей сотрудников детского сада, пересмотреть критерии за интенсивность труда педагогических работников в целях повышения их желания и стимуляции развиваться и вносить интересное и новое в свою работу. А также централизованно совместно с Роспотребнадзором разработать меню для деток от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях нашего города. Спасибо за внимание. Елена Владимировна, на самом деле это очень важно и нужно для наших воспитанников. И мы надеемся, что каждое дошкольное учреждение и каждый педагог понимает важность поставленной задачи. Елена Афанасьевна сейчас параллельно выступает на секции методистов, поэтому она вышла, поэтому позвольте мне продолжить модерировать нашу секцию. Следующее слово я хочу предоставить Савиновой Сарглане Ивановне, заведующему детского сада номер 96 «Брусничка» с темой «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание как основа формирования личности». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Поздравляю всех с сегодняшним знаменательным днем и разрешите представить опыт работы по теме духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание как основа формирования личности. Человек как личность формируется поэтапно. На протяжении всей своей жизни самым первым осознанным и важнейшим этапом становления личности является дошкольное детство. Именно в этот период ребенок приобщается к миру общественных ценностей. Именно в этот период закладывается основа системы духовно-нравственных ценностей, которые будут определять отношение взрослого человека к миру и его проявлениям во всем его разнообразии. Гражданское патриотическое воспитание дошкольников осуществляется в тесном взаимодействии с духовно-нравственным воспитанием. Как формировать у малышей первые чувства гражданственности, патриотизма? Доступны ли они нашим малышам?
Василий Алексей Александрович Сухомлинский писал: «Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и переживания окружающего мира. Пусть в сердце малыша на всю жизнь останутся воспоминания о маленьком уголке далекого детства. Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины». Важнейшим фактором становления человеческой личности является окружающая среда. Все ее аспекты, социальный, предметный, компонент природы, оказывают развивающее воздействие. Бережное отношение к природе, как составляющая экологической культуры личности, формируется в процессе социального развития ребенка и является, собственно, усвоением социально-исторического опыта в процессе активного взаимодействия с природой, которое способствует формированию личностного опыта. Морально-ценностное отношение к природе предусматривает целеустремленное развитие моральных чувств. Если у ребенка сформировано начало моральных чувств, то он будет понимать другого, а следовательно будет жалеть, понимать, будет сочувствовать. А самое главное, попытается помочь, защитить. Становление гражданина начинается с малого, с осознания себя частью своей семьи, а дальше больше – города, республики, страны. Работа по этому данному направлению состоит из представленных тематических блоков «Моя семья», «Город», «Моя республика», «Моя Родина, Россия», в рамках которой проводятся такие мероприятия, как проектная деятельность, ознакомление с символикой, соревнования по национальным видам спорта, по национальным настольным играм. Также у нас очень широко представлен «Сын дружбы», который проходит ежегодно во всех дошкольных образовательных учреждениях города Якутска. Фольклорные фестивали, акции «Бессмертный полк», «В гости к ветерану», возложение цветов памятникам славы, смотры песни строя и так далее. В городе Якутске успешно функционирует сетевое инновационное объединение по нравственно-патриотическому воспитанию детей «За солнцем следом дорогою добра». Ресурсным центром является детский сад номер 102 «Подснежник». Благодаря взаимодействию и тесному сотрудничеству рождаются новые интересные идеи по созданию уникальных проектов по нравственно-патриотическому воспитанию детей. Такие проекты, как детский парад Победы, городская семейная интерактивная олимпиада, детские секреты столицы, в которых приняли участие многие детские сады нашего города. Во всех детских садах сетевого объединения проводятся различные мероприятия, реализуется очень много интересных проектов. Так, например, педагоги детского сада 102 «Подснежник» разработали в микрорайоне «Птицефабрика» социально-творческий проект «Детские ручки добрым людям». Данный проект представляет собой серию благотворительных акций по оформлению выставками рисунков в подъездах многоквартирных домов птицефабрики. Очень интересное мероприятие. В детском саду 29 «Золотая рыбка» успешно реализуется проект «О той весне». Данный проект является отличной возможностью воспитать у ребенка любовь к родине, интерес к ее истории, традициям, чувство гордости за свой народ, за армию, вызвать желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны. В детском саду 81 «Солнышко» стало хорошей традицией проводить рождественские колядки. Творческая группа Центра развития ребенка, детский сад номер 90 «Ласточка» разработали детско-родительский образовательный проект «Я России маленькая часть». Детские сады сетевого объединения тесно сотрудничают с детскими садами из других регионов России. Например, с детским садом «Буратино» Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в челлендже «Мы будем громко прославлять мужчину с именем Солдат». Все сады приняли активное участие, более 150 поздравительных открыток появились на страницах Инстаграм детских садов. 28 февраля на базе детского сада 102 «Подснежник» прошла первая онлайн-встреча детей садов, участников СИО, с воспитанниками садов «Буратино» Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры и
и детского сада номер 68 российских железных дорог города Брянск. Дети с радостью и большим интересом прошли все этапы квест-игры «Отечество. Достойные сыны». Итак, по нашему мнению, слагаемые формирование личности через духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание – это формирование бережного отношения к окружающему миру, гуманного отношения к людям и окружающей природе, соучастность к культурному и историческому наследию своего народа, своей страны, уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей, формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа, почтение и память о героическом прошлом великой страны, уважение к представителям других национальностей, привитие детям прогрессивных, позитивных традиций не только своей, но и другой национальности через общение, художественную литературу, игровую деятельность. Чем лучше человек знаком с духовным наследием различных народов, тем проще ему воспринимать иную культуру, а значит быть толерантнее. Формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений. Отношения с другими людьми зарождаются наиболее интенсивно в дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на который строится дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся отношения ребенка в первом его жизни коллективе, группе детского сада, во многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, а значит, его дальнейшая судьба. Воспитание уважительного отношения к труду через знакомство с профессиями взрослых, совместные мероприятия с родителями, достижение желаемых результатов в работе с детьми по ознакомлению с трудом взрослых и воспитание уважительного отношения к труду невозможно без участия родителей. Ну и, конечно, это любовь к родине. В итоге хотим остановиться на очень важном моменте в работе дошкольных образовательных учреждений. Это обеспечение охраны воспитанников и их безопасности. Главное богатство страны – это не алмазы, не золото и национальная валюта. Это наши дети. Обеспечение охраны детей должно быть делом государственной важности, а не услугой от частных охранных предприятий. Просим внести предложение о включении в перечень федеральных программ вопрос охраны обучающихся в образовательных учреждениях, чтобы охрану детей в образовательных учреждениях производила Росгвардия Российской Федерации, как на объектах особо важного назначения и особо ценного значения. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Ивановна. На самом деле очень важный вопрос. На самом деле, вот смотрите, патриотизм начинается с самого малого, да, от любви к своим родителям, к своей семье, от любви к своей малой родине, к великой нашей стране. Вот здесь мы должны на самом деле понять, что именно наши дети должны понимать и принимать эти ценности. Тогда мы будем спокойны, что поколение будет достойными гражданами нашей великой Родины. Дальше и на самом деле вот предложение ваше очень значимое, и мы обязательно включим, чтобы у нас именно был пересмотр, и на самом деле, может быть, сотрудники Росгвардии принимали участие именно в охране наших воспитанников. Дальше я хочу передать слово Затиеву Евгению Олеговичу, начальнику отдела по делам гражданской обороны, как раз вот прямо в тему, да, пожарной и антитеррористической безопасности, с темой выступления «Ключевые изменения в законодательстве по охране труда и пожарной безопасности». Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые руководители. Разрешите сначала поздравить вас с традиционным началом августовского совещания, ну и последующим за ним началом очередного учебного года. Как правильно здесь заметили, самой главной задачей у нас является в детских дошкольных учреждениях это воспитание наших маленьких граждан. Ну а воспитание неразрывно связано всегда с их обеспечением безопасности в процессе учебно-воспитательного процесса, ну и также обеспечение безопасности работников в процессе своей трудовой деятельности. Поэтому остановлюсь на основных аспектах
изменений в законодательстве. Как мы все знаем, с 1 марта 2022 года у нас вступили изменения в законодательстве в области охраны труда и пожарной безопасности. Ну, основные из них – это федеральный закон от 2 июля 2021 года номер 311 ФЗ о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Что именно внесено и что больше затрагивает именно наши дошкольные учреждения. В статью 209 внесено такое понятие, как опасность. Это потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и здоровью работников в процессе трудовой деятельности. Но у нас здесь малость расширяется это понятие, потому что у нас не только работники, но и воспитанники. Далее, в статье 209 это основные принципы обеспечения безопасности труда, в которой сформулированы основные принципы обеспечения безопасных условий труда. Что сюда относится? Это в первую очередь предупреждение, профилактика опасностей и минимизация повреждения здоровья работников. Сейчас акцент сделан в первую очередь это на предупреждение опасности на производстве и минимизацию повреждений работников, а не их предотвращение, как было до этого по факту, да, или принятие мер уже после того, как что-то произошло. Значит, новая редакция Трудового кодекса, в частности статья 22, предоставляет работодателю право проводить самостоятельную оценку соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. Добавлено такое положение, как отстранение от работы. То есть в учреждениях у нас проводится специальная оценка условий труда. По их результатам, значит, выявляется, какие есть опасные факторы, да, на рабочих местах. И рекомендации по использованию СИС. Так вот, если у вас работник, вы его полностью обеспечиваете СИС, средствами индивидуальной защиты, он ими в процессе своей деятельности не пользуется, то есть такого работника вы можете теперь отстранить от работы. Далее. Меняются основные направления государственной политики в области охраны труда. Значит, как я уже говорил, это предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний, формирование основ для оценки управления профессиональными рисками. Здесь обращают внимание на что оценка рисков и управление оценкой рисков вводится уже как основное направление госполитики в области охраны труда. Раньше это было рекомендовано. Значит, добавляются обязанности работодателя в области охраны труда. В частности, они расширяются. Теперь в статье 214 закрепили обязанность руководства систематически выявлять опасности и профриски, а также их регулярно проводить анализ и их оценку. Полностью уступает запрет на работу в опасных условиях труда. То есть, если по результатам спецоценки месту присвоят 4 класс, то работодатель приостанавливает на таком месте работу до устранения. Также теперь, согласно статье 214 ТК РФ, работодатель имеет право использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, устройства, оборудование, комплексы приборов, обеспечивая дистанционную видео, аудио или иную фиксацию процессов производства работ и хранения полученной информации. То есть, если раньше без согласия работника мы не могли, допустим, установить, да, на рабочем месте видеокамеру, за исключением некоторых, там, как продавцы, которые на кассе работают, но у нас таких нет, то теперь внесение пунктом в трудовой договор, и табличка, допустим, на рабочем месте, что у нас здесь ведется видеофиксация, да? То есть работодатель получил полное право установить камеру с записью звука и фиксировать. В частности, в детских садах это полезная функция относится при расследовании несчастных случаев с обучающимися. Потому что раньше при опросе, допустим, мы руководствовались только показаниями свидетелей и очевидцев, то теперь будет наглядно, допустим, если мы видеокамеру поставим в группе, будет видно, что делал воспитатель. Потому что из практики работы, у нас воспитатели серьезно относятся, да, к мероприятиям, но бывает такое, что срочно там даже тот же заведующий позвал, к себе вызвал, да, воспитателю делать нечего, она оставляет помощник воспитателя и выходит. В это время у нас, допустим, ребенок, у нас группа, сами знаете, как переполнена, да, вместо 25 человек в группе у нас присутствует некоторых по 40 человек. Значит, за всеми уследить невозможно, зная из личной практики. То есть, пример такой приведу, да, вот на день рождения дочки мне пришло 7 человек, и я не знал с ними, что делать и как их занять. А ты попробуй следить за 40 человеками. Так вот, у нас один ребенок подошел, значит, к двери, и воспитатель ушла, как-то они это не проследили, и он, получается, пальчик свой всунул в дверной косяк.
Воспитатель, возвращаясь обратно, тоже не просмотрела, есть там кто или нет, зашла и дверь за собой закрыла. А он, получается, был за дверью, и его не было видно, да? Получилась у нас травма. Ну, тяжелая, но мало приятного. Вот таких моментов, чтобы не было. Здесь воспитатель в объяснительном писал, что его вызвал к себе руководитель. Да? Руководитель написал, что нет, я не вызывала, она сама. Вот в таких моментах видеонаблюдение нам очень поможет, да, выявить, как, что на самом деле было. Так, ну вот по управлению профрисками, да, вводится, значит, у нас в главу 36 такое, как расследование, учет микроповреждений и несчастных случаев. То есть микроповреждения – это микротравмы. То есть теперь мы фиксируем микротравмы, так же, как несчастные случаи на производстве. С той лишь разницей, что мы не сообщаем о них в трудинспекцию. Значит, согласно этим изменениям работодателям я остановлюсь, да, что нужно внести. Значит, нужно внести изменения в обязанности ответственного по охране труда, согласно новых требований, разработать правила по охране труда учреждения. Правила необходимо разработать на опасные виды работ, если таковые имеются. Значит, согласно приказу Минтруда РФ от 29 октября 2021 года номер 772-Н. Внести изменения в инструкции по охране труда, согласно приказу этому же. Внести при необходимости обновить положение о комитете или комиссии по охране труда, который у нас есть, да? Необходимо, значит, учитывать в работе и провести осмотр рабочих мест, также на основании этого приказа. Далее, внести изменения в положение комиссии по охране труда, в соответствии с приказом здесь уже Минтруда номер 650-Н от 22 сентября 2021 года. Провести оценку профрисков, если ранее не проводилось. Ну, при приемке мы когда проверяли, почти у всех эта работа. У кого-то уже завершена, у кого-то на завершающем этапе. Значит, для проведения данной работы можно пользоваться приказом Минтруда России от 28 декабря 2021 года номер 796 об утверждении рекомендаций по выбору методов оценки уровня профессиональных рисков. Вот здесь по методу оценки, да, то хотелось бы остановиться дополнительно. В сентябре, наверное, во второй декаде мы запланируем и проведем с освобожденными специалистами, у которых есть по охране труда семинар, где в частности расскажем, что как делать. Да? Остановимся вот на оценке профрисков, на расследовании несчастных случаев с воспитанниками детских садов и на расследовании несчастных случаев на производстве. Сейчас слайд чуть позже будет. У нас с 1 сентября вступает в силу новый порядок расследования несчастных случаев на производстве. Если раньше он был проще, то теперь для каждого несчастного случая там будут под категории свои акты. Если раньше у нас был несчастный случай, делился на тяжелый, групповой и просто обычный, да, легкий, состоялся акт формы 1. Теперь форма добавится там при работе, при выполнении ликвидации ЧС. В общем, этот дополнительно мы разберем. На почте электронной всем это изменения, новый приказ Минтруда от 20 апреля 2022 года, номер 223, мы дополнительно разошлем. Так. Ну и изменения наступили в части пожарной безопасности. В принципе, при проведении приемки образовательных учреждений данные меры выполняются, но не у всех был форма нового журнала регистрации инструктажа по пожарной безопасности. Так, слайд, пожалуйста, можно включить? Но данная форма тоже мы разошлем на электронные почты дополнительно. Он в чем отличие? Если раньше была у нас только теоретическая часть, то есть ознакомлен, прошел, то здесь теперь добавляется еще колонка по регистрации практической части. То есть любые практические занятия, которые с работником отрабатываются, будь то использование первичных средств пожаротушения, либо эвакуация людей из условно горящего здания, да, вот если видно, на примере сразу как заполнено, да, значит, остается неизменным эта дата, вид проводимого инструктажа, кого инструктируем, и добавляется теоретическая часть.
То есть фамилия, имя, отчество является при наличии инструктирующего, его номер документа об образовании. Вот еще момент, да, документов образования. Все, кто прошел обучение по программам пожарно-технического минимума, это обучение действует до конца срока удостоверения, то есть 3 года. Если вы прошли в 2022 году, успели до 1 марта, значит, у вас действует до 1 марта 2025 года. После этого ответственные по пожарной безопасности могут назначаться при условии наличия у них профессиональной подготовки в области техносферной безопасности. То есть, да, теперь не получится просто на завхоза у нас все это дело переложить, либо она придется завхоза отправлять на переподготовку. Да. Ну а из обучения пожарно-технический минимум у нас изживает, как я сказал, да, последний он дорабатывает. И далее будет вот обучение у нас проходить в форме инструктажей теоретической части и практической части. Ну и в заключение, да, как предложение, чтобы обратили внимание, законодательство по охране труда у нас сейчас меняется стремительно, вводится много новых нормативно-правовых актов, и руководитель всегда не может отследить это сам. То есть сейчас у нас как в штатных расписаниях детских садов, ну и школ тоже, у нас не закреплено такое понятие, ну, как специалист по охране труда. У нас руководители должны, как объяснить, лавировать, да, выбирать. То есть им нужен, грубо говоря, педагог доп. Образования и специалист по охране труда. Так как у него норм финансирования нет, работодатель у нас должен выбирать. То есть он вместо основной деятельности, обучения или педагогики, он должен тратить фонд на специалиста по охране труда. То есть при субвенции республиканской, да, я, по-моему, смотрел, должность специалиста по охране труда не финансируется. То есть она финансируется за счет местного бюджета. Но утверждение в местном бюджете у нас проходит тяжеловато, мягко говоря. Да? Хотелось бы, вот, чтобы это предложение вынесли тоже, чтобы заложили финансирование. Хотя бы тот же МРОТ, но начинающие специалисты уже будут, которые хотя бы идти и будут уже понятия иметь. Ну и плюс мне нравится вот советская система, да, когда было образование. Когда практику набирались именно на производство, не как сейчас зачастую бывает, что их приходят на практику, они принеси, подай, иди дальше и гуляй, да. Чтобы вот восстановить как бы такое, нужно, как выразить, увеличить престиж тоже специалиста по охране труда. То есть сейчас нормальный специалист, он на МРОТ или тем более на полставки он не пойдет. Они пойдут куда-нибудь в горную промышленность и туда, где побольше денежных средств. Поэтому такое вот будет предложение. Спасибо за внимание. Можно. Я хотела уточнить по поводу ответственности по пожарной безопасности. Сейчас же законодательно еще нет конкретно вот этих людей, как, например, специалиста по охране труда. Сейчас законодательно с 1 марта будет специалист по охране труда. Правильно же? Да, и по пожарной безопасности с 1 марта также это вступает. И исключение составляет, как я уже сказал, если у вас ответственный по пожарной безопасности, у него имеются курсы повышения квалификации по программам пожарно-технического минимума, этот срок у него действует до окончания, ну, если я говорю, в 2022 году прошел, в 2025, после окончания этого срока, если вы назначаете его именно ответственным, он должен иметь профессиональную переподготовку, либо изначально высшее образование по направлению техносферной безопасности. Потому что я проходила и завхоз, о котором мы говорили, в июне пожарно-технический минимум. И там инспектор нам говорила, что вот этот пожарно-технический минимум очень бессрочно идет, у него нет срока, надо раз в 3 года проходить. И вот про это был разговор, что это в стадии, и это уже будет в ближайшее время. Поэтому я уточнила из-за. Нет, пожарно-технический минимум не бессрочно до конца его срока. То есть пожарно-технический минимум на 3 года. 3 года прошло, все. Можете эту книжечку убирать в архив для памяти. Спасибо Евгению Олеговичу. И мы предоставляем слово Данилову Дмитрию Степановичу, заместителю директора Института новых технологий по теме ведения электронной очереди.
при зачислении в дошкольную образовательную организацию. Это очень актуальная тема для нас, поэтому мы вот попросили Дмитрия Степановича участвовать в нашей секции в рамках пленарного заседания традиционного августовского совещания работников образования. Вам слово, Дмитрий Степанович. Добрый день, уважаемые коллеги. Всех приветствую. Вы, наверное, не в первый день, так скажем, работаете в нашей информационной системе e-услуги образования, да? 1 сентября не за горами, так скажем. И хотелось бы, раз мы все собрались, да, ознакомить вас, какие работы нужно проделать до начала учебного процесса. Так, демонстрацию сейчас включу. Минуточку. Ну, вы в курсе, да, цифровая трансформация в сфере образования идет семимильными шагами. Мы начали введение электронной очереди в республике, начиная с 2012 года, да, наша система внедрена на уровне всего региона. Так что видно, да, мой экран? Да, видно, ага, Дмитрий Степанович. Вот у нас. Вот у нас. Ну, этот слайд у вас останется, я его передал, да. Вы можете его использовать как некую инструкцию при ведении работы в системе e-услуги образования. Вот у нас данные, которые мы передаем в Федеральную информационную систему доступности дошкольного образования. В 2011 году закрепили понятие в законе об образовании, что такое региональная информационная система, что есть федеральная информационная система. Из региональной информационной системы e-услуги образования у нас ежедневно передаются данные о количестве детей, посещающих детские сады, также детей, стоящих в очереди, начиная с 2 месяцев. То есть, ну, у нас в республике, по крайней мере в городе Якутске, все родители знают, что как только ребенок рождается, нужно подавать заявление через госуслуги или через региональный портал заявления о постановке в очередь в дошкольное образовательное учреждение. Да. Данные получается, за 20 учебный год вы видите на экране, да, сколько у нас дошкольных образовательных организаций функционирует на территории нашей республики и, в частности, в городе Якутске, да, в городском округе. Вот эти данные ежедневно передаются в федеральную информационную систему, мониторится, и также мониторится заявления, которые поданы через информационные системы, да, то есть через госуслуги, если родитель подает заявление в детский сад, если оно стоит необработанным довольно-таки долгое время, так скажем, да, 10 дней, то эти заявления считаются как необработанными. То есть, пожалуйста, вот при поступлении заявлений в систему e-услуги образования своевременно его обрабатывать, проверять его, да, и принимать то или иное решение. То есть постановка в очередь, или зачисление, или же отказ по той или иной причине. Так, как я сказал, до 1 сентября, да, мы должны открыть дошкольные группы за 22-23 учебный год. На экране видно, да, какие образовательные организации не открыли дошкольные группы за 22-23 год. То есть 1 сентября, как только вот наступит, федеральный орган, который нас проверяет, да, будет писать письма, почему вот теми или иными дошкольными образовательными организациями не открыты дошкольные группы. При этом они еще и видят, сколько мест было в прошлом году и сколько мест открывается в текущем учебном году. Так, ну, еще, да, вот проверяют ошибки, которые мы передаем из региональной информационной системы. Ну, основные ошибки
это у нас в дошкольной группе не установлены помещения. То есть каждой дошкольной группе мы должны в системе Е-услуги образования указать, какое помещение выделено под ту или иную группу. То есть сколько там квадратов и так далее. Да? Ошибка еще в некоторых дошкольных образовательных организациях нет дошкольных групп. То есть таких ошибок 12. То есть если организация в систему внесена, то, соответственно, обязательно должна быть хоть одна дошкольная группа. В разделе «Документы» не внесена лицензия на право ведения образовательной деятельности или в дошкольной группе направленность нужно поставить группу по уходу и присмотру. То есть в системе стоит, как будто у образовательной организации есть лицензия на ведение дошкольной образовательной программы, да, но группа указана как, ну, то есть группу или наоборот, да, группа указана как группа по уходу и присмотру. Таких ошибок 2. Фамилия, имя, отчество руководителя не заполнено, таких ошибок 2. И телефон дошкольной образовательной организации заполнен не по шаблону. Таких ошибок у нас 7. Так, ну вот типовые ошибки, да, неправильно указана степень износа здания. Таких ошибок 5. Износ 81-100% это, ну, здание считается аварийным. То есть в таком здании дети не должны обучаться. Передается недостоверная информация о площади. Ошибочным является значение 0 и 1, да? Также требует проверки значения больше 100 квадратов. Так, количество групп, в которых информация о числе мест и площади группы не соответствует друг другу. Количество групп, в которых число мест в группах не соответствует нормам. И следующая ошибка, это довольно-таки много, да, некорректная информация о количестве воспитателей дошкольной группы. Так, ну вот инструкция, да, вкратце, каким образом в нашей информационной системе добавить те или иные показатели, да. Ну, надеюсь, во всех детских садиках есть отдельный человек, да, который назначен приказом ответственным по ведению информационной системы Е-услуги образования. Если такового нет, то нужно назначить, да. Надо добавить помещение. То есть заходим в раздел редактирования, помещение, переходим на актуальный учебный год в разделе редактирования дошкольные группы, добавляем документы, это вот по внесению лицензии на образовательную деятельность, да, вот здесь добавляется. Также добавляем, как внести изменения направленности дошкольной группы. То есть вот все типы направленности: общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная, для детей раннего возраста, группа по присмотру и уходу и семейные дошкольные группы. Так, редактирование планирующих уйти в 1 класс. То есть в разделе «Реестр образовательной организации» нужно внести данные о количестве детей, планирующих уйти в 1 класс. Так, фамилия, имя, отчество руководителя. Оно у нас меняется в сетевом городе. Сетевой город тоже у вас, там отдельный специалист должен быть. Ну или тот же самый специалист, который в Е-услугах ответственный, должен быть приказом назначен, да. Вот в карточке образовательной организации меняется фамилия, имя, отчество, также краткое наименование, полное наименование и номер телефона образовательной организации. То есть все данные, которые вы вносите в сетевой город, они дублируются в Е-услуги образования. Вот. Видите, каким образом телефон там ведет, да? Если вот видите такую ошибку в красном вот виде, да, то есть номер телефона должен вводиться без 8. Так, ну, системные настройки на уровне муниципалитета относятся к настройкам, ну, то есть эти данные меняет уже ответственный на уровне муниципалитета. Как только 1 сентября наступает, мы текущий учебный год меняем на 22-23 учебный год. И возраст, который мы рассчитываем, тоже меняем на 1 сентября 2022 года.
Так, добавление групп на следующий учебный год. То есть до 1 сентября мы должны добавить все дошкольные образовательные группы в услуги образования. И также сделать распределение детей. Мы в этом году закупили у разработчика автоматическое квотирование, то есть квоты учитываются при автоматическом распределении детей в дошкольные образовательные группы. Так, ну вот заходим в раздел редактирования, дошкольные группы, добавляем новый учебный год, 22-23, нажимаем на плюсик и заполняем вот данную форму. То есть указываем возраст детей, наименование прописываем и остальное, вот как вы видите на экране, да, по убывающей. То есть количество мест и так далее, вот все полностью по данной форме заполняется. Ну вот, вы знаете, у нас действует номер технической поддержки, да. Все вы, надеюсь, знаете, номер 318-220. Можете звонить в рабочее время с 9 до 5. Мы готовы оказать любую техническую поддержку нашим дошкольным образовательным организациям. Так что, пожалуйста, если у вас возникают трудности при ведении системы услуги образования или же сетевого города образования, да, просим обращаться по данному телефону. У меня все, спасибо. Спасибо, Дмитрий Степанович. Мы действительно на это очень серьезно хотим обратить внимание дошкольных учреждений города Якутска. У нас их 64, поэтому, так как мы очень давно сотрудничаем с Дмитрием Степановичем, работали в одной системе, я вот хочу с предложением выйти к Дмитрию Степановичу, чтобы еще раз обучить наших администраторов, чтобы не было таких системных ошибок. Ведь то, что вы сдаете государственную статистику, она должна коррелироваться вот в информационной системе. Поэтому данные, которые на бумаге вы сдаете государству, да, федеральным структурам для проверки, такие же цифры должны быть и в электронной системе. Поэтому мы, наверное, запланируем семинар на базе института, чтобы еще раз обучить администраторов системы, потому что действительно дошкольное учреждение работает в двух системах. Это услуги образования и сетевой город. И вот такие ошибки хотелось бы сразу предупредить. И если возможно, вот эти ошибки по городу Якутску направить нам в дошкольный отдел, чтобы мы тоже напрямую выходили на каждое дошкольное учреждение и ответственным лицам это как предупреждение тоже давали, потому что заведующие должны включать управленческие свои нотки, чтобы таких ошибок не было. Потому что неприятно. Я работаю в системе образования, в Министерстве образования, каждый день смотрела вот такие ошибки, которые до сих пор, оказывается, не удалены, да? Неисправлены. Неисправны, Да, не исправили. Поэтому нужно над этой системой работать. Спасибо большое, Дмитрий Хорошо, да, мы Степанович. согласны, да. Насчет обучающих курсов мы всегда готовы оказать, да, техническую поддержку. Ну, хочется отметить, да, вот век цифровой трансформации, да, действительно очень важно вы отметили, у нас хромает, так скажем, отношение к информационным системам, да, так недоверительное отношение со стороны и руководителей, и со стороны заполняющих эти данные, да, то есть вот эти данные, которые мы вносим в информационную систему, они, да, действительно должны показывать то, что есть на самом деле. То есть если бы вы все, работали бы в этих информационных системах с полной ответственностью, да, то и, соответственно, сбор каких-то данных, мониторингов со стороны Министерства образования и контролирующих органов, да, так скажем, намного уменьшилось. То есть мы должны на данный момент
быть уверенными, то, что вот те данные, которые внесены в e-услуги образования или в сетевой город, они олицетворяют, ну, достоверность, так скажем, да, то есть ребенок, который ходит в детский сад, должен быть внесен своевременно в сетевой город образования. Хочу также поделиться, так скажем, с будущими намерениями, да, в системе образования вот планируется внедрение, вы сказали, подушевого финансирования, да, то есть данные, то есть о количестве детей, сколько детей посещают данную дошкольную образовательную организацию, в скором будущем будут браться именно непосредственно сетевого города. То есть финансирование будет исходить из количественных данных, сколько детей посещает сетевой город. То есть уже мы не будем ориентироваться на статистику, да, так скажем, потому что дети в течение года из одного садика в другой сад там, довольно-таки часто там уходят, приходят и так далее. Ну все, спасибо, у меня все. Спасибо, Дмитрий Степанович. Хорошо, что мы решили предложить на нашей секции выступить Институт новых технологий Республики Саха-Якутия. И в заключение хочу особое внимание на это обратить. Когда цифровизация пришла в налоговые органы, вы помните, да? Все цифры сверялись только данными, которые вводились в электронную систему налоговых органов. Такая же система пришла и в образовании. То есть любой чиновник, любой организатор, сидя, допустим, в кресле Российской Федерации или Республики Саха-Якутия, выделяя тоже финансирование, тоже те же субвенции, субсидии, он будет просто нажимать кнопку и смотреть открытые данные информационной государственной системе e-услуги образования, которая зарегистрирована на уровне правительства Республики Саха-Якутия. Поэтому я хочу еще раз обратить внимание, да, вы даете достоверные данные, когда даете федеральную статистику, да, но, возможно, не обращаете внимания, что вносит ваш администратор в вашу систему, которая уже открыта и доступна каждому. Поэтому на это надо обратить серьезное внимание. И мы тут в рамках секции договорились с Институтом новых технологий, что проведем семинары администраторов на базе института. И думаю, все эти наши пробелы и ляпы мы быстро устраним. Да, конечно. Угу. Угу. Ну, ежегодно я не могу сказать за Институт новых технологий, который относится к системе Министерства образования, но все свои связи, конечно, я буду использовать. Но я хотела обратить внимание, у нас сегодня управленческая тема, да, и вот первая такая системная ошибка вас как управленца, когда вы увольняете кого-то, да, 2 недели он должен отрабатывать, и все данные, все логины, пароли должны передаваться следующему администратору. Поэтому, конечно, на это тоже внимание нужно вам обращать. Ну, а со своей стороны мы, конечно же, поможем всем, чем можем. Итак, у нас завершается секция. Я думаю, что она с поддержки коллектива нашего прометейчика
состоялась в таком действительно рабочем формате. Мы услышали друг друга, и думаю, вместе нам все по силам. И сегодня в 1:30, я еще раз напоминаю руководителям, вы должны взять на особый контроль организацию вашей выставки. И будет отрадно, если сам руководитель к 1:30 будет на этой секции, чтобы представить действительно те наработки вашего дошкольного учреждения, чтобы о них слышали и видели. И первое лицо будет посещать эту выставку, да, вот как раз формат сотрудничества, один из форматов сотрудничества тоже будет представлен, да, когда вы можете вести прямой диалог с первым лицом нашей столицы. Я хочу на этом завершить нашу секцию. Это был мой первый опыт в ранге начальника дошкольного отдела. Да? Я уходила от вас ненадолго. За это время я закончила очно Институт управления образования Академии российское образование Министерства просвещения. Как раз по системе дошкольного образования была моя выпускная аттестационная работа. Да? И вот этот импульс новый, да, придало то, что начальник управления образования не дал мне спокойно поработать в системе дополнительного образования. Это была тоже интересная тема. Я успела закончить годовые курсы в системе дополнительного образования, поэтому обращаю внимание на навигатор дополнительного образования Республики Саха-Якутия. Да? И сегодня нашу систему образования представляет Петрова Мария Петровна, кандидат педагогических наук, очень серьезный руководитель, очень продвинутый руководитель и руководитель, который идет на диалог, на контакт. И я думаю, то, что планы, командная работа, да, которую